Так, сезон 20-21 год. Года начался. Вот завожу снегоходик. Но меня ждет печальное известие. Вот все тут у меня сгорело. Все, буквально все. Зимовья нету, мне уже сообщили. Я попросил знакомых заехать посмотреть. Зимовье сгорело. Сейчас еду там в машине, переночую. Посмотрим, что со следующими зимовьями. Может, какое-то осталось. Вездеход сгорел. Все сгорело. Даже цилиндр полностью сгорел на Лифане. Осталось одно колесо. Удивительно, но какое-то скакуженное. А так все сгорело. Все напрочь сгорело. Везде пожар был. Ну, сейчас приеду, посмотрим, что там. Ну, там у меня 2 снегохода сгорели. И зимовье сгорело. Туалет остался. Приеду, покажу. Сплошные завалы после пожара. Вот метров 100 прочищу. Проеду 100 метров. Ой, вон там зимовье было. Сегодня придется в машине ночевать. Ой, лишь бы те остались целые. Вот один снегоход. Все сгорело. Нахрен. Карбюратор сгорел, все. Цилиндры оплавились. Все, сидушки сгорело. Кузов, не знаю, не пойдет. Так, пены все сгорели. Сани. А вот зимовье было. Главное, туалет остался нетронутый. Как так? Еще бы туалет сгорел. Вот это печаль, беда. Приехал на пепелище. Приехал, называется, на пепелище. Где хоть печка там? Вон печка. Вон печка осталась. Вот такая вот. Вот такая канитель. Все. 15 лет стояло зимовье. Блин, вот совет. У кого зимовье есть. Надо, чтобы деревьев рядом не было, во-первых. Все выпиливать рядом. На расстоянии 30-50 метров. И желательно обжигать зимовье. Ежегодно. Обожгли. Уже никакой пожар не подступит. Я был летом, была возможность отжечь, но было настолько жарко, воды тут нету рядом. Поэтому я побоялся отжигать. Вот результат. Вот результат. Бочки позрывались. Вот это мусор. Вот мусорница была вроде бы как отожжена. Мусор. И ничего, даже канистра с бензином стояла на мусорке. Осталась она. Вот как. Вот. Плавилась канистра, ничего страшного. Потому что отожжено здесь было все. Все равно же надо строиться. Здесь, наверное, и буду строиться где-нибудь рядышком. Лесу, правда, хреноватый здесь лесок. Ну ничего, ладно, завтра попру дальше. Разгружаю снегоход и попру смотреть, что там дальше. Что сгорело, что не сгорело. Так, снегоход не завелся. Аккумулятор сел. Вот родной сел. А я с собой брал еще вот этот, 65-й. Сейчас Вибаста даже не запускалась. Ну, сейчас попробуем. С этого аккумулятора вроде запустил Вибасту. Подогрел. Вроде не так холодно. Не завелся что-то. Странно. Вот когда я летом заезжал, когда снегоход вывозил, вот этого следа от МТЛБ не было. Что-то, то ли я не знаю, я пока не утверждаю, но что-то в Искуте администрация жжет леса. Здесь у меня за следом тянется шлейф выжженных земель. Вот за следом от МТЛБ. Почему? Потому что
вот здесь он выходил, и здесь он близко к дороге подходит. А больше нигде к дороге не выходил. Ну, сейчас поеду подальше, посмотрю, откуда он идет, куда и зачем. Ну и по путику сплошные завалы. Опять так метров 100 проедешь, почистишь. Опять дальше такая канитель. Все завалило после пожара. Ну, пропилюсь, немножко проеду. А это впереди. Опять впереди. Все завалено. 5 километров еду, 6 часов уже. Скоро темнеть начнет. Надо поворачивать обратно, что ли. Чтобы в лесу не хочется ночевать. Все завалено, все. Сплошные завалы. Пробиться невозможно. Целый день шел, прошел 6 километров. Сейчас возвращаю, опять в машине буду ночевать. И даже, не знаю, там осталось зимовье целое, не целое. Сколько здесь всю ночь надо биться и утро. Вот еще одна проблема китайская. О, водилина осталась, пена где-то потерял. Сейчас поеду за пеной. В японце брал пену, Кеша продавал. Вот тебе, блядь, результат. Блин, одно за другим, а. Пробиться не сумел. Сейчас хочу профилем другим попробовать там на озеро, на Гусиное. Где ребята построили зимовье, может там будет. Так, оттуда я вернулся. Уже дело уже темнеть начало. Там никак не проехать мне. Решил посмотреть там, где ребята строили, охотятся на гуся здесь, вот на этом озере. И строили зимовье. Думаю, у них перекантоваться. А здесь 8 километров еще по прямой. Вот тут все нормально, ничего не горело. А там, вот говорю, какие-то следы. И по этим следам все выжжено. Может, скоро будет недропользователи подойдут. Есть такая версия. Так, ну что, буду здесь кантоваться. Потом завтра за бензином туда съездить, на старое, которое зимовье сгорело, заездное. А пока здесь побуду дня два и буду смотреть дальше. Другие дороги искать. Посмотреть, там зимовье сгорели, не сгорели. А вон, оно какое построили. Хорошенькое. Все, переночевал здесь. Поеду дальше. Все. Снегоход завел. Все равно не рисковал с рыбакством. Сначала подойдем. Подъезд к базе с другой стороны. Точка так называемой тундры. Точка конкретно. Хочется ехать, чем завалы. Все, добрался. База не сгорела, это хорошо. Банька тут есть. Вот банька. Озеро. Что-то налить пошла по воде. Зимовейка. Все целое вроде. Все вокруг целое. Нормально. Ну хоть база уцелела, уже хорошо. Сегодня надо посмотреть еще Сыргановское зимовье. Целое, не целое. Ну это уже хорошо, когда база-то. +1, что ли. Ну, погодка такая, что никакой охоты не может быть сегодня. О, разъяснивает, завтра будет мороз. Собачникам не очень хорошо. Собака
Собаки будут ноги резать. Снег мокрый, застынет в мороз. Корочка будет. Собаки долго ходить не будут. Я-то копаю, я-то капканник. Буду капканы изводить. Вообще что-то в последнее время без собаки езжу. Вот теперь 22, по-моему, сегодня октября. Ну хорошо, хоть база уцелела. Завтра поеду на Сырган, там посмотрю. Целая зима, не целая. А Ламжету-Арати там должно быть целая, потому что там поляна огромная. Зимовье стоит на поляне. Я думаю, огонь даже если был, он обошел. Вот и на Ламже, на Сыргане посмотрим. Она в лесу стоит. Будем посмотреть. Так, 4-й день. Что-то реле или контакт плохой, или замок зажигания. Непонятно. Вот это, конечно, не есть хорошо. 4-й день эксплуатации. Учитывая прошлогодний 5-й день. Так, завел от руки вручную с ручным стартером. Сейчас попру обратно к машине. Это километров 30. 37, наверное, отсюда. И за бензином. Там у меня 180 литров бензина, надо сюда перевести. Ну, я думаю, обернусь сегодня за день. Все, проехал 78 километров, вернулся обратно. Бензину ее на базу. Алиса Сапунова тут поет. Уже вечер. Темнеть начало.